Новоафонская пещера – одна из самых крупных не только в Абхазии, но и в мире. Она знаменита своей красотой и успела завоевать любовь тысячи туристов. Пещера принимает посетителей круглый год. Во время курортного сезона она работает ежедневно, а в остальные месяцы – 4 дня в неделю. С середины октября объект перешел на зимний режим работы и принимает туристов по средам, четвергам и в выходные дни. Количество экскурсий снизилось, однако желающих посмотреть на уникальное творение природы по-прежнему немало. Мы приехали в Абхазию из города Челябинска, с Урала. Дочка у меня уже была со сборами с гимнастики. А я первый раз. В пещеру мы попали первый раз. Потрясены глобальностью. И даже не ожидали, что она настолько большая. Очень интересно и красиво. Мне тут очень нравится. Я не ожидала, что она такая большая будет. В Абхазии второй раз, на Новоафоне второй раз. Мы приезжали в том году и в этот же город приехали второй раз. Нам очень понравилось, но в том году мы не успели посетить пещеры. В этом году сразу первым делом захотелось. Нам интересно, конечно, впечатляет размеры. Мы были в пещерах в Адыгее. Большой азиатская, по-моему, называется пещера. Там она, конечно, чуть поменьше. Классно. Почему? Я бы еще раз вернулась. Экскурсии в Новоафонскую пещеру проходят комфортно и увлекательно. Экскурсовод рассказывает посетителям об истории пещеры, ее первооткрывателе, описывает уникальную флору и фауну каждого из 9 открытых к просмотру залов. За период с 1 января по 1 октября пещеру посетили 254 477 человек. По словам директора пещеры Мирона Чалмаз, в этом сезоне количество туристов на 9 тысяч человек меньше, чем в предыдущем. К сожалению, тенденция последние годы, прошлый год и этот год, говорит о том, что мы теряем все-таки своих посетителей. Естественно, это связано напрямую с их материальными возможностями, многие из которых уже видели нашу Новоафонскую пещеру. Хотя с каждым годом приезжают и новые поколения, новые люди, которые не видели, хотят посмотреть. За период на 9 месяцев уже около налогов было заплачено 12 миллионов 800 тысяч. Общий объем выполненных работ составил 128 миллионов 600 тысяч. Да. Помощь району на 35 миллионов. Собственной прибыли у нас где-то около 35 миллионов. За прошедший курортный сезон руководством и сотрудниками Новоафонской пещеры было проделано немало работы. Для удобства туристов и улучшения качества их обслуживания был отремонтирован и открыт еще один вход. Были проведены работы и в полости пещеры, установлены новые перила и оградительные сетки. Кроме того, руководство пещеры постоянно следит за сохранением и поддержанием здесь уникального микроклимата. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.